Вы нам поможете, да? Коллеги, добрый день. Алексей Ильич, с наступающим, наверное, уже поздравить можно с Днем России. И мы сегодня начинаем пресс-конференцию в медиа-центре, республиканском медиа-центре. Большое спасибо коллегам, что подошли. В течение часа, полтора часа мы постараемся ответить на вопросы. Мешайте камере, коллеги. Ну, Алексей Ильич, наверное, вам несколько слов для журналистов про прошедшую сессию, может быть, немножко про созыв шестой, ну, потом приступим к вопросам. Доброе утро, уважаемые коллеги, журналисты. Во-первых, я от своего имени, от имени депутатского корпуса благодарю за то, что вы сегодня подошли. Мы сегодня должны подвести с вами итоги 6-го созыва Государственного собрания Автономной Республики Саха-Якутия. Это, как вы знаете, согласно нашему основному закону Конституции Республики, высший законодательный, представительный и контрольный орган нашей республики. Он был избран в 2018 году. Схема избрания такая же, как будет проходить и в этом году. Это значит, 70 народных депутатов избирались, 35 одномандатников и 35 у нас депутатов избирались по партийным спискам, по региональным группам. Каковы основные итоги 6-го созыва? Ну, 6-й созыв работал в очень непростых условиях. Мы с сильностью живем в очень непростых условиях. В принципе, можно сказать, что нормальная работа была только 2019 года. Начиная с 2020 года, когда у нас началась пандемия, это был 2020-2021 год, когда были моменты, когда Государственное собрание вообще в очном формате, в принципе, не могло собраться. Мы работали как и вся республика, и весь мир, можно сказать, в дистанционном формате, и это откладывало свой отпечаток. Затем, конечно, начало специальной военной операции, и в этих условиях, конечно же, от Государственного собрания Автономной Республики Саха-Якутия требовались очень оперативные решения в части социальных выплат, в части увеличения по некоторым статьям государственного бюджета Республики Саха-Якутия, принятие тех или иных нормативных правовых актов, которые касались либо пандемийного периода, либо периода, связанного с проведением специальной военной операции. Это общеизвестные факты. Если вас это в какой-то степени подробно интересует, я вам отвечу. А в целом, если подводить итоги Государственного собрания, то мы за этот период приняли 619 республиканских законов. Это надо понимать таким образом, что это не новые законы 619. Из них подавляющее большинство, 84%, внесение изменений в действующее законодательство получается. Ну и, конечно же, у нас есть несколько базовых законов, которые мы приняли вообще как таковые новые республики Саха-Якутия. 1284 постановления было принято. Но тут я должен сразу вам сказать, что эти постановления касались не только как отдельный нормативный правовой акт Государственного собрания Автономной Республики Саха-Якутия, согласно старой редакции закона о Государственном собрании Автономии и старой редакции нашего регламента, при принятии закона либо при внесении изменений в закон Республики Саха-Якутия это обязательно сопровождалось соответствующими постановлениями. Поэтому вот такое количество постановлений у нас получается. Мы в прошлом году поменяли базовый наш закон конституционный о Государственном собрании Автономной Республики Саха-Якутия и поменяли регламент внутренней работы Государственного собрания, согласно которому теперь количество постановлений, я думаю, в 7-м созыве в разы уменьшится, потому что при принятии закона в первом чтении это обязательно требуется постановление, при принятии закона во втором и окончательном чтениях это его отдельным постановлением оформлять не будет. Поэтому вот это вот количество 1284 постановлений Госсобрания ЛДМ вас не должно смущать. Основное количество внесенных изменений либо же нового законодательства касалось государственного управления, безопасности и местного самоуправления.
Конечно же, это было связано с тем, что в 2020 году были внесены изменения в основной закон нашей страны на всенародном голосовании. В связи с этим потребовалось внести изменения в основной закон нашей республики. Мы к этому подошли дважды. Это в 2020 году и в 2021 году. Всего мы внесли изменения в 17 статей основного закона Республики Саха-Якутия. 2 статьи, они как таковые ушли в небытие. 4 статьи мы отредактировали достаточно, действующие статьи достаточно серьезно, но в целом дух и требования основного закона Конституции Республики Саха-Якутия остались. Какие изменения прежде всего это были? Они касались, конечно же, это социальной части нашего государства, что было и отражено в основном законе Российской Федерации, а также касались таких моментов, как определение статуса правительства Республики Саха-Якутия. Я тут смею заметить, что начиная с 2000 года у нас, вы представляете, да, журналисты, статуса правительства у нас как такового не было. И у нас было судебное решение, согласно которому мы должны были определить, кем является у нас правительство Республики Саха-Якутия, высшим органом исполнительной власти, либо же он является просто органом, каким он был до этого момента исполнительным распорядителем. К этому вопросу и 4-й созыв, и 5-й созыв неоднократно подходил, но они так и не решились вносить изменения в Конституцию Республики Саха-Якутия. Достижение 6-го созыва, я считаю, что вы смело его определили, и теперь правительство Республики Саха-Якутия является высшим исполнительным органом государственной власти Республики Саха-Якутия. Это накладывает определенную ответственность на соответствующие структуры правительства республики, на его руководство. Отныне правительство Республики Саха-Якутия может самостоятельно подписывать соглашения с федеральным центром, а до этого такие соглашения подписывал только у нас Илдахан Республики Саха-Якутия, как высшее должностное лицо и руководитель высшего исполнительного органа государственной власти. А теперь эти функции можно исполнять самостоятельно правительство. Но если какие-то нюансы вас будут подробности интересовать, вы, пожалуйста, задавайте дальнейшие вопросы. Мы определили статус счетной палаты Республики Саха-Якутия. Как такой контрольно-счетный орган, счетная палата республики, он не был закреплен в Конституции нашей республики. И это было достаточно большое упущение для нашего субъекта Российской Федерации. До этого практически во всех субъектах Российской Федерации статус контрольно-счетных органов он был достаточно четко расписан в уставах и в Конституции субъектов Российской Федерации. До этого момента, как мы вносили изменения, счетная палата упоминалась только в перечне полномочий Государственного собрания ГУ Республики Саха-Якутия, когда как государственный орган парламент республики назначал аудиторов счетной палаты. А каких аудиторов, куда и на какой орган Конституция это не определяла. Наконец-то мы с этим разобрались, и вот как раз появилась новая статья, определяющая статус, полномочия контрольно-счетного основного органа нашей республики, Счетная палата Республики Саха-Якутия. Следующее я бы хотел по Конституции обратить ваше внимание. У нас была очень большая спорная статья, которая затрагивала вопросы территориальной целостности, границ нашей республики. Дело в том, что прокуратура республики оспаривала этот момент и неоднократно давала протесты, и было даже судебное решение, согласно которому эти полномочия должны были идти к федеральному центру. Но мы долго дискутировали по этому вопросу и в конце концов пришли к такому решению, что эти статьи остаются в неизменном виде, которое было принято в 1992 году, и приняли аутентичное, можно сказать, впервые в истории нашей республики толкование основного закона
путем постановления Государственного собрания ЛГБТ Республики Саха-Якутия, на которое дала согласование и Генеральная прокуратура Российской Федерации, и прокуратура Республики Саха-Якутия, согласно которому эти статьи у нас остаются, и они остаются как полномочия нашего субъекта Республики Саха-Якутия. Это, я считаю, огромное достижение 6-го созыва Государственного собрания ЛГБТ Республики Саха-Якутия. Ну и я, Тимур Николаевич, мне уже 3-й раз кивает, заканчивать лекцию читать. Ну, давайте тогда остановимся. Да, Вопрос. Да, действительно, наверное, дадим слово журналистам. Да? Коллеги, вам розданы благодаря пресс-службе релиз, ну, там количество законов и так далее. Алексей Ильич остановился как раз на важных моментах, которые, наверное, нам надо еще понять, написать, на этих остановиться. Коллеги, на правах хозяина, да, медиацентра, давайте вопрос зададим, наверное, нашему Якутскому Саха-информационному агентству. Коллеги, пожалуйста, с микрофоном помогите, потому что идет запись. Да. Мария Архипова, пожалуйста. Добрый день. Можно, пожалуйста, какие значимые изменения были внесены в Конституцию Республики, основные законы? Я же только что Только что Алексей Ильич сказал. Да. Ну, чуть-чуть поподробнее, может быть. Может, Алексей Ильич имеется в виду подчеркнуть первое, второе, третье. Может, понятно, не поняли, как бы, но юридические моменты Давайте повторить. особо значимые, которые, конечно же, очень волнуют население Республики Саха-Якутия, это, наверное, статья 22 Конституции Основного закона Республики, которая дает соответствующий. Вы все наслышаны, наверное, о так называемой региональной компоненте общего образования в республике. Да? Когда у нас еще в свое время мы национальную концепцию у себя разрабатывали, и эта статья вызывала очень много дискуссий со стороны федерального центра. Было еще 2 судебных решения Верховного суда Республики и Верховного суда Российской Федерации. И они настаивали на том, что эта статья вообще как таковая в Конституции не должна быть. Республика Саха-Якутия, как национальный субъект, настаивает на том, что региональная компонента в системе общего образования должна присутствовать. И мы считаем, что это наше большое достижение, что 22-я статья Конституции сохранилась, но пункт 2 его остался, несколько изменен в редакции. Если раньше это было прямо прописано, что в Республике Саха-Якутия общее образование идет с учетом национальных особенностей, традиций и так далее, то в этом варианте, который мы имеем сегодня, 22-я статья, пункт 2 звучит следующим образом: с учетом национальных и региональных особенностей. И это предполагает то, что у нас будет сохраняться изучение родного языка, что у нас будет из государственного бюджета Республики Саха-Якутия в дальнейшем финансироваться малокомплектные школы и так далее, и так далее, и так далее. Это все моменты. Про счетную палату я вам сказал, про статус правительства я вам сказал, про статус Илдархана я вам немного остановлюсь. Согласно 184 уже ушедшему в небытие федеральному закону, а сейчас ныне действующему 414 федеральному закону о публичной власти, о системе публичной власти в субъектах Российской Федерации, ВДЛ определяется как высшее должностное лицо, руководитель высшего органа исполнительной власти республики. Тут немного юридические тонкости есть, которые, может быть, вам сложно понять. Но дело в том, что у нас в нашей республике есть традиция, когда глава республики, он не возглавляет правительство Республики Саха-Якутия. Или раньше, как президент республики одновременно не являлся председателем правительства республики. Вот возьмите город федерального значения, город Москву. Там Сергей Семенович Собянин является высшим должностным лицом, и он одновременно возглавляет правительство города Москвы. Вы почувствовали, да, разницу?
Или есть несколько у нас, по-моему, если мне память не изменяет, 30 с лишним субъектов Российской Федерации, где губернаторы одновременно являются председателями правительства этих краев и областей. А вот так как у нас национальная республика, кстати, я замечу, что практически во всех национальных республиках эти две должности они разделены. То есть высшее должностное лицо, глава этого субъекта, он не является руководителем правительства того или иного субъекта. Мы пошли по этой же схеме, и теперь у нас Илдар-хан является высшим должностным лицом, главой Республики Саха-Якутия и является руководителем органов исполнительной власти Республики Саха-Якутия. То есть на нем замыкается вся система исполнительной власти, но кроме этого он выполняет все те должностные функции как высшего должностного лица субъекта Российской Федерации. Мы вот эта вот грань, конечно же, 414 статья и Конституция Российской Федерации, и Конституция Республики Саха-Якутия, она достаточно ее сложно там определить, но 6-му созыву нам удалось это сделать. И практически 414 федеральный закон, который вышел впоследствии после наших изменений, он повторил те же формулировки, которые были изложены и приняты 6-м созывом в 2020 году. Вот такие вот нюансы имеются. Ну и, конечно же, вопросы, связанные с тем, что у нас республика является социальным государством, и все вытекающие от этого статьи, которые были внесены в Конституцию Российской Федерации, мы их отразили. Что касается органов местного самоуправления, всегда считалось, что органы местного самоуправления это что-то отдельное. Органы государственной власти это одни, а система местного самоуправления, она полностью независима, она живет как бы автономно. И в Конституции нашей республики это также трактовалось. Сейчас, так как принят федеральный закон и в Конституции Российской Федерации тоже приняты, введены отдельные нормы, согласно которому вообще как таковая появляется понятие единая система публичной власти. Да, мы констатируем, что местное самоуправление это независимый орган, но тем не менее они входят в единую систему публичной власти. То есть это накладывает определенную ответственность на систему местного самоуправления. Вот такого рода крупные изменения. Спасибо. Саяна Львова, газета Саха-Север. Пожалуйста, у вас вопрос. Микрофон, пожалуйста. Нет, с микрофоном лучше туда не сидит, поэтому Алексей Лис, расскажите, пожалуйста, об инициативе принимать закон на двух языках. На двух языках. Принимать об инициативе принимать. Ну, давайте скажем таким образом. Да, этот вопрос он давно обсуждался, в течение десятилетий, можно сказать. Такой опыт на просторах Российской Федерации имеется. Он, в частности, имеется в Республике Татарстан. Государственное собрание ИЛТМ до этого, до принятия этого закона, как практиковало свою работу? Мы принимали все законы на основном нашем государственном языке русском, но впоследствии осуществляли перевод. Перевод это что? Мы также в газете Саха-Север в том числе опубликовывали наши законы, постановления на якутском языке. Но вот, допустим, вчера прошло пленарное заседание, это 8 июня. На русском языке мы все опубликовали, все законы вступили в силу. А на якутском языке, на нашем государственном втором языке, этот перевод мог подойти через 3 месяца, через полгода, а иногда и через 9 месяцев. Но мы перевод осуществляли. И осуществляли силами аппарата Государственного собрания Республики Саха-Якутия. И это было очень хорошо, и я даю должное своим предшественникам, что в документационном управлении у нас
соответствующие специалисты, соответствующие отделы имеются, квалифицированные, которые осуществляют очень трудоемкую работу по переводу на якутский язык нормативно-правовых актов как таковых. Мы специально направили делегацию, лично я направил делегацию наших сотрудников, предварительно переговорили с Фарид Хайдуловичем, своим коллегой из Татарстана, Госсовета Республики Татарстан, чтобы изучить их опыт работы. Они принимают законы сразу же на 2 государственных языках и нормативно-правовые акты. И вот это вот их опыт хотели внедрить в Республике Саха-Якутия. Для чего это делается? Это делается для того, чтобы, во-первых, повысить статус 2-го государственного языка, потому что у нас есть закон о государственном языке Саха, согласно которому не только вывески нашего магазина, там, таблички при входе и так далее должны осуществляться, не только обучение на общеобразовательных учреждениях, но и все основные документы, касаемые Республики Саха-Якутия, должны идти на 2 языках. Вы любой бланк возьмите, там, какое-то государственное учреждение, там же написано сначала на государственном, русском, потом на государственном. И вот тут совершенно не было никакого. Государственное собрание основной высший законодательный орган, и он принимает закон только на одном языке. Это же неправильно. Неправильно. Я посчитал, что это неправильно, и мы, как я сказал, изучили опыт других субъектов Российской Федерации. Много было организационных вопросов с этим всем связано. Я вышел с инициативой к Арсению Сергеевичу. Арсений Сергеевич меня поддержал и внес соответствующую законодательную инициативу. И теперь с 1 января 2023 года Государственное собрание ЛТМ Республики принимает все законодательные инициативы только на 2 государственных языках. Вот, допустим, субъект законодательной инициативы там будет вносить какой-нибудь закон на одном государственном языке. Только из-за того, что он на одном государственном языке, мы его больше не принимаем. Любой закон, любой постановление. Одновременно теперь при рассмотрении уже на комитете, уровне комитета и на рассмотрении уровня пленарного заседания, начиная с комитета, закон на проект должен быть на 2 государственных языках. Кроме того, у нас создана комиссия по идентификации. Перевод же может быть разный. Так, да, у нас в якутском языке он очень богатый и по-разному может трактовать. А закон любит четкость. Да. И вот поэтому у нас есть соответствующая комиссия по идентификации. Только после его рассмотрения и после его решения этот проект выносится на уровень комитета, а затем на пленарное заседание. И эта работа у нас с 1 января 2023 года началась. Конечно, вначале были сложности, не скрою. Многие субъекты законодательной инициативы испытывали сложность, особенно при внесении государственного бюджета Республики Саха-Якутия сложности возникли. Государственный бюджет Республики, вы знаете, какой объем? Я вам примерно покажу. Ко мне заносит, он, наверное, вот такой вот. Сам закон со всеми его приложениями, со всеми его росписями, по кодам бюджетной классификации и так далее, и так далее, и так далее. И это же все нужно переводить и вносить на 2 государственных языках. Вот в этой части, допустим, были сложности. Были сложности, когда наши коллеги, не владеющие 2-м государственным языком, русским языком, якутским языком, испытывали сложности, но у них была соответствующая законодательная инициатива. В этой части, если народный депутат Республики Саха-Якутия вносит инициативу, то помогает ему в документационном направлении в переводе. Если вносит правительство Республики Саха-Якутия, то, конечно же, там есть соответствующая структура. Я считаю, что это одно из больших достижений 6-го созыва Государственного собрания ЛТМ для сохранения именно
якутского языка как языка делопроизводства, потому что он стал у нас, к сожалению, исчезать. У нас в любом населенном пункте, в сельском поселении сейчас протокола, распоряжения и так далее, все оформляется на русском языке. А я помню те времена, я когда работал еще в муниципалитете, когда это муниципалитетом не называлось в районе, мы печатали тогда еще на печатных машинках джагалты. Вместо распоряжения джагал. Он нахал печать перед этим. Такого сейчас нет. И для того, чтобы это хоть каким-то образом вернуть, это первый наш шаг. Я думаю, что впоследствии мы дойдем до того, что все нормативно-правовые акты республики, в том числе и правительства республики, должны приниматься на двух государственных языках. Спасибо. Алексей, действительно, мы, наверное, поблагодарим от газеты «Саха-Сырья», потому что нормативные акты приходили позже. А вчера, вот, например, мы получили постановление о выборах главы республики Тувена уже параллельно на якутском языке, и газета «Саха-Сырья» вовремя сдала свой номер в печать. Прошу, раньше немножко опаздывали, да, до 8, до 10 часов сидели, пока переводили. Пожалуйста, Аламжи Будаев, Аламжи Будаев, газета «Якутия». Здравствуйте, Алексей Ильич. Вчера на пленарной сессии обсуждался проект закона федерального закона о старательской деятельности. Как я понял, народные депутаты очень негативно отнеслись к отдельным его положениям, и ими был дан отзыв этого закона. Да, вот. Что там больше всего насторожило наших депутатов, и есть ли какие-то перспективы у этого отзыва? Ну, буквально до мелочей, там, что нас насторожило, я вам все пересказывать не буду. Если это вас очень подробно интересует, вы можете попозже подойти. Но в целом, мое мнение такое, что данный законопроект, он коренным образом не отвечает интересам Республики Саха-Якутия. Я не скрою, что его лоббируют наши коллеги из Магаданской области. Магаданская область — это крупнейший золотодобывающий регион. Но он не отвечает интересам нашей республики. Почему? Потому что так сложилось, что у нас в Республике Саха-Якутия в золотодобыче в основном работают крупные предприятия. Начиная с Якутзолота, сейчас заканчивая крупнейшими предприятиями, которые добывают по 300 килограммов, 400 килограммов, по несколько тонн золота и так далее. А этот закон, он прежде всего будет защищать интересы хищнических, так называемых хищников, или отдельных физических лиц. А если говорить совсем простым языком, вчера мой коллега Матвей Николаевич Евсеев совершенно верно подчеркнул, он будет узаконивать незаконную добычу золота на территории Республики Саха-Якутия. И я еще раз подчеркиваю, что он не отвечает интересам нашей республики. В связи с этим Государственное собрание вчера приняло постановление с совершенно отрицательным отзывом на этот проект закона. Мы будем настаивать на его неприятии. Если же в том случае он будет хоть каким-то образом приниматься, мы его блокировать будем всеми способами. Будут приниматься, то туда должны внести существенные коррективы, которые должны этот закон смягчить. 28-го мы туда направим делегацию от Государственного собрания при предварительном рассмотрении Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации. Думаю, что предварительные консультации у нас с коллегами, у меня с коллегами из депутатского корпуса Госдумы есть. Не скрою, там есть определенное лобби, которые будут лоббировать данный проект закона, но в целом я думаю, что большинство субъектов
в Российской Федерации, они так или иначе не заинтересованы в принятии данного закона. И, следовательно, у меня есть большая надежда, что этот закон не будет принят. Спасибо. Коллеги, у нас прямая связь, Тимофей, я обязательно вам задам вопрос. Пожалуйста, подключите Тамбонский район, УЛУС Константин Афанасьевич Борисов. Константин, мы вас слышим? Здравствуйте. Здравствуйте. Алексей, здравствуйте. Ну, мы каждый раз наблюдаем за работой Долгунена 6-го созыва, и хотел бы спросить такой вот вопрос. Что интересного можете рассказать про рассмотрение бюджета Республики Якутия в эти непростые годы для нашей республики, для страны, за время СОЗМа. Например, у нас тоже были пандемия, потом, значит, СВО, потом санкции. Вот как рассматривали бюджет и что вы можете рассказать про рассмотрение бюджета? Спасибо. Спасибо. У меня вопрос к журналистам. Вы при рассмотрении государственного бюджета на уровне согласительной комиссии и комитета присутствовали когда-нибудь? Нет, я имею в виду на уровне согласительной комиссии. По моему опыту очень мало присутствует, не присутствует, значит, да. Вот у журналистского сообщества есть такое понятие, да, что, наверное, понимание, что в Государственном собрании очень хорошо и четко рассматриваются вопросы, без обсуждения, давят на кнопки, и этот закон принимается. Вот закон о государственном бюджете Республики Саха-Якутия один из таких законов и при внесении корректировок, который вызывает очень бурные дискуссии, вплоть до там, иногда бывает эмоции зашкаливают, но вы это внутренняя работа парламента республики, к сожалению, не видите. Я вот свою пресс-службу всегда призываю, приглашайте их на согласительные комиссии, приглашайте их на бюджетный комитет, посмотрите, как народные депутаты отстаивают интересы своих избирательных округов. Там буквально чуть ли не до рукоприкладства доходит. И вот таким образом, после бурного обсуждения, после того, как наконец-то они... Почему так? Что такое согласительная комиссия? По всем направлениям, допустим, по направлению сельского хозяйства и природопользования, по социальной сфере, по экономике, по доходной части, по инвестиционной составляющей. У нас есть 5 согласительных комиссий, когда сидят друг напротив друга 8 депутатов Государственного собрания и 8 членов правительства. Должно быть равное количество, паритет должен. И вот обсуждает каждую поправку. Если эта поправка получила равное количество голосов, он, соответственно, идет на рассмотрение бюджетного комитета. Там уже его судьба решается. Если эта поправка каким-то образом проголосована большинством, что его нужно отклонить, то он идет в таблицу отклоненных поправок. Если его проголосовано, что его нужно принять, то он идет, соответственно, в таблицу принятых поправок. Но эти согласительные комиссии, конечно же, у нас вместо запланированных там 3 часов идут по 2, по 3, у нас бывает по 4 дня, потому что компромисс найти очень и очень сложно. И вот эта вот внутренняя работа, вот эта парламентская работа, да, когда идут вот такие вот дискуссии, действительно, острейшие дискуссии, ни общество, ни журналистское сообщество не знает. Ну, после этого, что такое заседание бюджетного комитета? Я, будучи до того, как стать председателем Государственного собрания, сам был членом бюджетного комитета. Ну, так, заседали иногда по 5 дней подряд при принятии государственного бюджета. И этого нам не хватало.
каждая поправка, иногда у нас рекорд там есть, одна поправка обсуждалась в течение 3,5 часов со всех сторон. Юрий Михайлович бедный, он пытался поставить на голосование, никак не проходит. Вот такое вот у нас бурная вот такая вот парламентская работа идет, поэтому бюджет это вообще отдельная тема, конечно. А в целом, если говорить про как шестой созыв работает по бюджету, ну в таком темпе мы поработали. Но благо то, что у нас в Республике Саха-Якутия идут хорошие темпы экономические роста, мы практически удвоили валовый региональный продукт. Если шестой созыв свою работу начинал где-то около 1 триллиона рублей, у нас был валовый региональный продукт, то сейчас мы подошли вплотную к 2 триллионам рублей. И даже его перепрыгнули. А что такое валовый региональный продукт? Валовый региональный продукт это называется объем экономики нашей республики. Чем больше экономика, тем больше налогов и доходов. Soответственно, у нас в государственном бюджете, если мы 2019 год первый бюджет принимали на уровне 220 миллиардов рублей, расходную часть 220 миллиардов с копейками, то сейчас у нас 2023 год приняли бюджет. Какие цифры, коллеги журналисты? Наверное, почти 340 миллиардов рублей расходной части. Увеличение у нас пошло на 120 миллиардов рублей. То есть у нас экономика растет в Республике Саха-Якутия. Соответственно, доходы растут, налоговые поступления, неналоговые поступления, в том числе и у нас трансферты с федерального центра и по национальным проектам. И в этой части у нас получается расходная часть увеличивается. И, соответственно, вот в таких условиях, конечно, принимать бюджет более-менее комфортно, потому что желание и правительства республики не совпадает с народными избранниками, или желание там отдельного народного избранника, который представляет избирательный округ, могут быть в какой-то части удовлетворены, в том числе и по отраслям. Вот поэтому, а вы представьте себе, да, если у нас экономика ушла вниз, бюджет уменьшался, так как госсобрание принимало бюджет. Да мы вместо этих 5 дней, наверное, там сидели месяцами. А сейчас вот так вот. Так что более-менее комфортные условия. Поэтому мы благодарим, конечно, вообще всех трудящихся Республики Саха-Якутия, все предприятия и организации, которые в это сложнейшее время показывают очень достойный результат. Ну вы представьте себе, вы цифру возьмите. В прошлом году республика добыла 40 миллионов тонн, почти 40 миллионов тонн угля. Лучшие советские годы мы добывали сколько? 12,5 миллионов тонн. Мы в прошлом году добыли 40 с лишним тонн золота. Больше нас только на Магаданской области. Лучшие советские годы республика сколько добывала? Раз были лишь десятки героев социалистического труда возглавлял у нас Якутскую. Вы не знаете? Нет, 20, наверное. 22 тонны добыли. Мы в прошлом году небывалый объем алмазов добываем. 17, почти 18 миллионов тонн нефти. Когда республика добудется до себя? 18 миллиардов кубометров газа. Это же вообще умопомрачительные суммы. А если в социальной сфере сказать, вот одну цифру я вам хотел сказать, чтобы вы задумывались. В прошлом году Республика Саха-Якутия построила 580 тысяч квадратных метров жилья.
Я когда был членом правительства, Вячеслав Анатольевич Штров нам давал задание персональное. Это был 2004 год, до сих пор помню. Он 4 января нам давал задание и нам поставил задачу. В республике должно быть построено 220 тысяч квадратных метров жилья. Когда министром строительства за это отвечали я, Дмитрий Роман Григорьевич и министр строительства Делиповский. У Делиповского собрались и за Гугловского. То есть, ёлки-палки, как 220 тысяч квадратных метров жилья можно построить? Это же вообще космическая реакция. А сейчас 580 тысяч квадратных метров жилья. Ну просто этого не замечаем уже. Вот поэтому у нас по бюджету у нас более-менее нормальные цифры, и бюджет у нас идет достаточно хорошо. Спасибо. Тимофей Ефремов, Якутия Инфо. У меня два вопроса. Первый, вот здесь указано, что обсуждалась новая редакция закона о статусе столицы, и указано, что там расширение столичных полномочий. Вот хотелось бы немного поподробнее об этом, и в связи с этим будет ли увеличенное из республиканского бюджета отчисление на содержание города? И второй вопрос по поводу ваше мнение о характеристике, которую дал один из народных депутатов Михаил Эверстов к 6-му созыву. На одной из сессий заявил, что по своей безвольности, мягкости и бесхребетности вот, 6-й созыв произошел предыдущий, и подкрепил это тем, что вот, республика ничего не смогла противопоставить принятию закона о собаках Бурматова. И все это сопровождалось вот, трагическими событиями, в том числе у нас Саган Скворцов погиб. Поэтому могу сказать. Ну, по столичным функциям, конечно, добавят и города Якутску. Город Якутск вообще, если чисто классически говорить, он является недотационным нашим муниципалитетом. Но в силу чего? Здесь вроде производства нет, одни бюджетники, да? Производства очень мало. В силу того, что здесь очень много населения и соответствующе поступает НДФЛ, налог на доходы физических лиц. Но за счет налога на доходы физических лиц город может исполнять только свои полномочия, которые прописаны как минимум муниципалитет. А вот вся инвестиционная составляющая, строительство дорог, строительство школ, строительство детских садов, социальных учреждений, учреждений здравоохранения и так далее, это, конечно же, идет все за счет республиканского бюджета и федерального бюджета. Тут город, к сожалению, инвестировать он сам самостоятельно не может. Есть понятие столичные функции. За то, что он исполняет столичные функции, это, если говорить простым человеческим языком, это определенная нагрузка на его дорожную инфраструктуру, транспортную инфраструктуру, социальную инфраструктуру и так далее. И за то, что у него такая нагрузка имеется, республиканский бюджет ему дает определенные государственные дотации. Раньше эта сумма начиналась от 120 миллионов рублей, потом доходила до 300 миллионов рублей. Благодаря принятию этого закона и благодаря указу главы республики о комплексном развитии города Якутска, сейчас на столичные функции мы увеличили ее почти 2,5 раза. Что касается высказывания Эверста по собакам, после того трагического случая, который произошел со Слепцовой, нашей преподавательницей, Государственное собрание ЛТВ тут же разработало проект федерального закона. Но мы самостоятельно, мы знали, потому что до этого Пензенская область, Республика Карелия и еще несколько субъектов пытались вносить поправки в этот проект, в этот действующий федеральный закон. Тогда уже субъектов, помните, да, трагические случаи. И мы, зная этот печальный опыт, сделали что? Обратились в парламентскую ассоциацию Дальнего Востока и Забайкалья, кстати, который недавно прошел буквально у нас в Республике Сахалин. Парламентская ассоциация Дальнего Востока и Забайкалья, к сожалению, в тот момент нас не поддержала. Мы от имени всего Дальнего Востока и Забайкалья 11 субъектов Российской Федерации хотели внести данный проект федерального закона. Не как отдельный госсобрание, а
Республики Сахалин от имени парламентской ассоциации. Парламентская ассоциация, тогда совещания проходили в ВКС, может быть, это наложило отпечаток, там харизмы моей не хватило, но тем не менее я своих коллег не до конца убедил. И они перевесом в один голос не поддержали наши инициативы. Тогда мы пошли другим путем. Мы обратились через Галину Никитину Данчикову, депутата Государственной Думы, и чтобы она собрала группу депутатов именно единороссов, которые составляют парламентское большинство в Государственной Думе, чтобы они внесли соответствующую инициативу от имени единороссов. Если там у нас инициатива, говорить простым языком, это чтобы дать полномочия субъектам Российской Федерации по регулированию численности. Как только слово возникает регулирование численности, хотим мы этого или не хотим, это что? Как регулировать можно численность? Вот юридический термин уже регулирование численности, там все говорим, вот, тот же Гурбатов, я с ним несколько раз встречался. Ну же вы хотите просто их истребить. Ну, конечно, мы хотим их. У нас другого выхода нету. А это не отвечает духу этого федерального закона, он не отвечает. И вот в этом случае мы пошли, к сожалению, там в тот момент, ну, скажем так, более мягко, большинство Государственной Думы было не готово для того, чтобы вносить соответствующие изменения в этот федеральный закон. И поэтому та инициатива, та же наша, опять ушла в небытие. Мы пошли третьим путем. Начали на всей территории Российской Федерации, раз вы не можете дать полномочия субъектам Российской Федерации по регулированию численности, ни в Москве, ни в Санкт-Петербурге, там, в Казани и так далее, так далее. Мы пошли более хитрым путем. Но у нас, что у нас? У нас холодная погода, зима, очень низкие температуры, животные должны кушать. Соответственно, они становятся агрессивными, у них есть потенциальная опасность напасть на людей. А низкие температуры это где? Низкие температуры это Республика Саха-Якутия, Магаданская область, ну и далее пошли по северу. Вот так вот. Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, вплоть до Архангельской области. И обратились к своим коллегам из этих субъектов Российской Федерации, заказали научное обоснование для того, чтобы от имени севера Российской Федерации уже выступить единым фронтом, для того, чтобы хотя бы северной части Российской Федерации дали соответствующую инициативу. Мы несколько раз встречались с председателем профильного комитета по этому вопросу, но запомните одно имя – Дмитрий Николаевич Кобылкин, председатель постоянного комитета Государственной Думы. Он взял на себя всю ответственность после неоднократных обращений субъектов Российской Федерации. И в апреле этого, в конце марта этого года мне позвонил, говорит: Алексей Ильич, говорит, слушай, говорит, если я инициирую данный проект закона, ты меня поддержишь, говорит, двумя руками, соответствующие образом направления. И он оказался не один. Это Дмитрий Николаевич Кобылкин взял на себя ответственность председателя постоянного комитета пойти против этого лобби в Государственной Думе во главе с Гурбатовым, для того, чтобы не дать полномочия субъектам Российской Федерации, чтобы они самостоятельно устанавливали правила по регулированию численности безнадзорных животных. К этому проекту присоединились группа депутатов, единороссы, из новых людей, в том числе наша Салтана Владимировна туда
присоединилось. И их количество насчиталось, по моим данным последним, 79 человек. 79 человек и 56 субъектов Российской Федерации. В том числе Республика Саха-Якутия. Благодаря этому закон принят в первом чтении, но до сих пор там борьба идет жесточайшая. Бурматов меня буквально в коридоре встретил и сказал: мы вам просто так не сдадимся. Этот проект не будет принят. Но у меня есть очень большая надежда, что после такого ажиотажа и после таких трагических случаев по всей Российской Федерации, что мы все-таки его пролоббируем и до конца доведем. Так что Михаил Ильич немного не прав в этом вопросе. Спасибо. Спасибо, Алексей Ильич. Коллеги, я предлагаю задать вопрос, вот дать телевизионщикам, они, наверное, у них работа будет, так? Вести, да, ГТРК Саха, Анна Ловкина. Я понимаю, просто, может быть, их отпустить, если спешат, может быть. Пожалуйста, вопрос. Здравствуйте, Алексей Ильич, пожалуйста, расскажите о социально-экономическом развитии арктической зоны на Северном заводе. Спасибо. Ну, про арктическую зону, если я расскажу, то мы сегодня не закончим полностью, да, эту пресс-конференцию. Давайте конкретно про Северный завоз. Северный завоз — это что такое? В основном здесь молодые люди сидят. Наверное, не помнят, что такое Северный завоз, как такое вообще было. В советское время он осуществлялся сугубо централизованно. Завозились все товары народного потребления. И этим Республика Саха-Якутия не занималась категорически. Это все делала Российская, Советская, Федеративная Социалистическая Республика. Начиная там от Тикси, заканчивая Чебурдаком, по всем населенным пунктам у нас все это завозилось планово. Более того, депонировались товары, и они там складировались, у нас были соответствующие базы и так далее, и так далее. В 1991 году рухнул Советский Союз, и в 1992 году республика впервые столкнулась с проблемой Северного завода. А что сделать с Африкой? И тогда вот Вячеслав Анатольевич Турок, наш президент второй, который ему 70 лет исполнилось на дня, он впервые этим вопросом занимался и очень плотно занимался. Я помню, еще будучи студентом, его огромную статью тогда еще то ли социалистической Якутии, то ли уже Якутия называлась в нашей основной газете, что отныне республика осталась один на один с Северным завозом. И вот практически до сегодняшнего дня Республика Саха-Якутия с Северным заводом остается один на один. Мы за эти годы что сумели сделать? Сумели сделать это, завозить в основном все горюче-смазочные материалы, которые необходимы для того, чтобы пережить зиму, топливно-энергетические ресурсы и так называемые социальные значимые продукты питания, перечень которых состоит из 12 пунктов. Это что? Мука, масло подсолнечное, крупы, ну и так далее. Из 12 пунктов. Все остальное у нас завозится кем? Предпринимателями. Предпринимателями как завозится? Иногда по авиа, цены бешеные, но в основном они используют так называемые автозимники. В советское время понятия автозимников не было вообще как таковых. Вот представляете, уважаемые журналисты, понятие автозимник у нас не прописано ни в одном федеральном нормативном правовом акте. Вот у нас есть Республиканский дорожный фонд, вот он стоит полностью. На него предусмотрены деньги на содержание и ремонт наших действующих республиканских дорог с твердым покрытием круглогодичного сообщения. Это какие дороги?
Панарас, Умнас, Намская дорога, Амгинская дорога, там Сунтаров есть дорога у нас, да? Вот эти вот республиканские дороги. Вилю это уже федеральная дорога. На эти предусматривается, а из них, почему у нас дороги в таком состоянии? Да потому что мы вынуждены половину из этого дорожного фонда средств направлять на автозимники. Потому что нет такого нормативного акта, что такое автозимник. Понятия нету автозимник. Вместо того, чтобы содержать в надлежащем состоянии Намскую автодорогу, которая куда предусмотрены деньги, мы это направляем на пробитие этого автозимника, потому что там всегда метет, там всегда нужно пробивать дорогу, там всегда наледи и так далее, и так далее. И вот большинство у нас товаров народного потребления для людей, которые живут в Арчинской зоне республики, осуществляется по этим автозимникам. Теперь об этом говорит республика уже, вот начиная с 92 года, сколько уже лет прошло, получается? 31 год. Что нужен федеральный закон о северном завозе. Нужен федеральный закон о северном завозе. 31 год республика, а северный завоз Российской Федерации это 60% республика Саха-Якутия. Больше половины это мы. Больше нет. Там есть Хабаровский край чуть-чуть, Чукотка, но у них море есть. Магаданская область, у них море есть. Красноярский край чуть-чуть есть. И вот мы говорим, нужен федеральный закон о северном завозе. Говорили об этом Михаил Ефимович, Вячеслав Анатольевич, Егор Афанасьевич, Айсен Сергеевич, кто только не говорил. И вот на одном из совещаний, наконец-то, на одном из больших совещаний на Госсовете, президент Российской Федерации сам услышал Владимир Владимирович и дал соответствующее поручение правительству Российской Федерации до 1 марта 2023 года правительство Российской Федерации внести проект федерального закона о северном завозе в Государственную Думу. Основным разработчиком стала Минартики. Они к нам приехали сюда. Мы создали совместную рабочую группу, потому что они не знают, честно говоря, всю эту специфику. И в основном работали специалисты Государственного собрания Туманной Республики, когда разрабатывали проект федерального закона. На сегодняшний день он внесен в Госдуму, рассмотрен в первом чтении. Мы, в принципе, удовлетворены, но туда внесли 7 поправок, которые, я надеюсь, будут в комитете рассмотрены в конце июня, я должен туда полететь. А потом до конца этой весенней сессии Государственной Думы этот закон должен быть принят. Что для нас важно в этом законе? Во-первых, появляется само понятие северного завода. Во-вторых, сортировка грузов по линии РЖД, Северного морского пути и так далее, и так далее, и так далее. У нас наконец-то может появиться федеральное субсидирование и дотации на северный завоз из федерального бюджета. Сейчас мы этот якуток только республика датирует, республика субсидирует. Мы в целом, если взять в совокупности на северный завоз, республика Саха-Якутия тратит больше 40 миллиардов рублей. При этом мы должны еще скрыть, если мы туда добавим еще так называемые субсидии коммунального комплекса, который у нас составляет 30 миллиардов рублей. Вы меня внимательно послушайте, пожалуйста. Житель, живущий в поселке Чабурдах или в Черском, он платит от себестоимости коммунальных услуг. Сколько процентов, думаете? 5. 95% субсидируются из федерального бюджета. Из республиканского бюджета, прошу прощения. И для того, чтобы житель, живущий в городе Якутске, от себестоимости коммунальных услуг, сколько платит?
От 40 до 60%, в зависимости от управляющей компании. Все остальное датируется из республиканского бюджета. И вот на все эти дотации у нас уходит 31 миллиард. Если мы это еще туда включим, в расходы северного завода, у нас там цифра зашкаливает до 70 миллиардов. Расходы – это нагрузка государственного бюджета на так называемый северный завод. Поэтому это самый животрепещущий для нас вопрос. И это принятие этого федерального закона было бы одной из побед, опять-таки, 6-го созыва, потому что мы очень тесно взаимодействовали при разработке данного проекта федерального закона. Сейчас его корректируем. Сейчас с Николаем Михайловичем Харитоновым в прошлом году приезжал, буквально позавчера я с ним опять разговаривал. Наши поправки принимаются. Там из 7-5 поправок предварительно. Но 2 поправки мы должны еще добить. В общем, очень надеемся, что этот закон будет, еще раз повторяю, до весенней сессии, то есть до ухода на парламентские каникулы. На весенней сессии. На весенней сессии. Понятно. Спасибо. Поднимали руку, пожалуйста, представьтесь. Добрый день, Вероника Федоровна, сетевое издание «Арктик-Пост». Значит, коллега вспомнил слова Михаила Ильича. Я, наверное, немного в том же русле хочу задать вопрос. 6-й созыв сотрясала от скандала. Какой из них вам больше всего запомнился, какой вас больше всего потряс, может быть? И от чего они имели место быть и что нужно делать, чтобы впоследствии избегать таких имиджевых уронов, наверное. А какие скандалы мне перечислите, пожалуйста? Ну, начнем с того, что первым спикером нынешнего созыва был другой человек, депутат. Затем дальше. Ну, он же открыто выступил против Конституции, по нашему разумению, возможно, я ошибаюсь. Ну и много других сексуальных скандалов. Какие? ТВНТХ, ДТП. Их много. Это Петра Леонидовича имеете в виду? Ну, без этого жить скучно же. Нет, в принципе, депутаты, народные депутаты такие же люди, как и вы. Они из космоса не спустились, не инопланетяне, это ваши же мужья, жены, дети, друзья. Такие же обычные люди, просто которые были избраны избирателями на определенный срок полномочий, чтобы они представляли их интересы. Из 70 человек. Из этих 70 человек, там 18 работают на постоянной основе. А 70 продолжают работать в тех же местах учителями, врачами, руководителями предприятий, организаций, предпринимателями и так далее. Обычные люди. Но их функция заключается в том, что они стали народными депутатами, которые представляют избирательный округ в этом органе государственной власти и защищают их интересы. Что касается Гоголева Петра Васильевича, он был избран председателем Государственного собрания. Мое личное мнение такое. Председателем Государственного собрания ЛТО Республики Саха-Якутия должен работать человек, который работал хотя бы 5 лет председателем постоянного комитета. Парламентская работа, она очень специфичная. И для того, чтобы понять все его тонкости, нюансы, все его подводные течения и так далее, и так далее, и так далее, человек, который пришел и сходу стал председателем госсобрания, очень-очень сложно. Вот я бы себя в 2013 году представил, я в 2013 году пришел в парламент в первый раз,
Сейчас у меня второй созыв, да, получается? Если вы меня туда посадили в кресло спикера, я не знаю, там, что он творил, или как работал. Вот, понимаете, да, опыт работы. Человек, вот опыт же это что такое? Он должен знать, что такое. Любой человек, который приходит на предприятие, любое предприятие, он не может стать сразу руководителем. Будь это учреждение здравоохранения, образования, производственные предприятия, предприятия энергетики и так далее. Нужно знать внутреннюю кухню, его законы, его подводное течение, традиции надо знать. Поэтому с этой точки зрения я просто говорю о том, что Петру Васильевичу было достаточно сложно. Только из-за этого. А если бы он до этого поработал бы 5 лет, допустим, председателем комитета, а потом стал председателем Государственного собрания, я думаю, что он был одним из лучших председателей Государственного собрания. Потому что он юрист по образованию и так далее. Спасибо. Что касается декольте вашего, ну это не мне комментировать, наверное, это личное мнение нашего депутата Государственной Думы. Но я считаю, что мое личное мнение, как одевается женщина, как она выглядит, замечание, тем более в публичной форме давать нельзя. Последний какой? Никонов Сергей Александрович, он находится под следствием, поэтому я этих комментариев давать не могу. Сейчас идет следствие. Он же сейчас действующий. Да, он действующий. Член Совета. Он является членом партии КПРФ, членом фракции КПРФ. Насколько я знаю, Виктор Николаевич не приостанавливал. Более того, Виктор Николаевич Бубарев, он говорит, что очень защищает его. Он сказал, что этого не может быть. Спасибо. Коллеги, пожалуйста, Саха-пресс, Пике Федорова. О добыче полезных ископаемых, да? 63 закона, там тут написано, что принято в области природопользования, охраны окружающей среды. Пожалуйста, о правовом регулировании охраны использования вечной мерзлоты и вообще о проблемах вахтовых поселков, так называемых государств в государстве. Спасибо. По, скажем так, по природопользованию. Очень сложный вопрос. Вы помните, да, 122 федеральный закон? Кто-нибудь здесь сидящий помнит? Или знает, или слышал хотя бы? 122 федеральный закон. Тогда еще его называли суперзакон. Закон о монетизации. Его очень хитро завуалировали. Закон о монетизации льгот. Его автором был Козак. Это был, сейчас скажу, 2002 год. 2002 год, да. И вот под этим соусом у нас, у субъектов Российской Федерации забрали принцип двух ключей. Раньше для того, чтобы... Ведь согласно Конституции, основному закону, недра является достоянием народа и государства. Мы эти недра, вот где есть нефть, алмазы или золото, или еще уголь там, и так далее, даем на разработку, на его разработку на определенный срок. То есть они заключают лицензионное соглашение. Вот для того, чтобы до 2002 года у нас существовал принцип так называемых двух ключей, когда, допустим, на территории Японского района там золотоносное месторождение, и для того, чтобы там появился недропользователь, Министерство охраны природы Российской Федерации и правительство Республики Саха-Якутия совместно давали этот конкурс, объявляли конкурс на его разработку. Потом
подписывалось лицензионное соглашение, и согласно этому лицензионному соглашению 60% этих денег шло в субъект Российской Федерации, а 40% шло в бюджет Федерации. Вот после этого принятия супер так называемого закона 122 этого перестало быть. Теперь федеральный центр самостоятельно, кроме тех полезных ископаемых общего пользования, так называемого. А это общее пользование что? Песок, гравий и так далее и тому подобное, для которых нужны для строительного комплекса. Все это нужно, все это дает федеральный центр самостоятельно. И вот на территории нашей республики сейчас очень много недропользователей, которые получили эти лицензии, заключили лицензионные соглашения, которые фактически, может быть, работают, ну, в большинстве случаев, даже я скажу, работают в каких-то моментах, не затрагивая, не соприкасаясь с интересами республики или отдельных муниципалитетов. И вот как в этих условиях нам изменить это федеральное законодательство? Государственное собрание думает над этим уже не первый год. Сначала мы пытались ввести изменения в федеральный закон о недрах, включив туда нормы, чтобы была обязывающая статья этих недропользователей подписывать соответствующие соглашения социально-экономического развития с муниципалитетами, на территории которых работают, и субъектами Российской Федерации. Но с точки зрения экономики это получается что? Это дополнительная нагрузка. Ведь вот вы сидите недропользователь, я государство объявил вам конкурс, вы его выиграли, подписали лицензионное соглашение, всю эту выплату в бюджет сделали, теперь вы у меня, как предприятие, разрабатываете это месторождение, вы при этом должны соблюдать природоохранное законодательство, но вы со мной какие взаимоотношения имеете? Вы платите мне налог, и федеральный, и региональный, и местный. А если я вам навязываю еще обязанность о том, что вы должны подписать соответствующие соглашения о социально-экономическом развитии того или иного муниципалитета или субъекта, то это же соглашение, это само слово соглашение, то есть согласие двух сторон должно быть, да? В этом случае что получается? В этом случае получается, муниципалитет скажет: постройте мне школу, иначе я с вами соглашение подписывать не буду. Субъект скажет: постройте мне спорткомплекс, иначе я с вами соглашение подписывать не буду. То есть это получается дополнительная нагрузка, уже не прописанная ни налоговым кодексом, ничем для вас, конкретного предприятия. Вот поэтому мы от этой идеи отказались. Теперь вот вы упомянули, это очень интересная тема, по которой я могу вам часами рассказывать. Мы пошли вот немного другим путем. Вахтовые поселки у нас в республике появляются. Их достаточно большое количество, огромные поселки. Иногда их размеры даже с нашей районной центры. Государство в государстве. А там, где человек, там мусор. То есть экологическая нагрузка составляющая есть? Есть. Социальная нагрузка на те муниципалитеты, где они присутствуют, в любом случае есть. Потому что они так или иначе, человек там, у них там обычно бывает медпункт, но при таких острых заболеваниях, хронических заболеваниях, там они либо их эвакуируют, либо обращаются в центральную районную больницу. Нашу. Потом нагрузка на наши дороги. Хоть какие-никакие у нас муниципальные дороги имеются. По ним они ездят, большегрузный транспорт. Ездят. Порты? Порты. По нашим республиканским дорогам ездят? Ездят. Порты? Порты. Вот Намскую дорогу посмотрите, во что она превратилась. Почему она превратилась в таком состоянии сейчас находится? Да потому что там на территории Каменского района они зимой ездят, возят
грузы, большегрузные машины, так называемые энтобалы. Там месторождение есть. Вот поэтому, а теперь вот возьмите ковидный случай, когда был. В Чаянде же вспыхнуло ковид. Крайне нас республиканские власти чуть не сделали. Что мы, мне кажется, не следим за этой ситуацией, допустили эту вспышку и не предпринимаем никаких мер. Это же неправильно. А берем законы федеральные. А в законах ни об организации, ни о создании, ни о регулировании так называемых вахтовых поселков нигде не прописано. Более того, ни в налоговом кодексе, ни в градостроительном кодексе, нигде. И вот мы сейчас разработали проект федерального закона, и который, кстати, рассмотрели на парламентской ассоциации Дальнего Востока и Забайкалья вот на днях. Коллеги наши его двумя руками поддержали, потому что он нам нужен. И мы будем настаивать на том, чтобы этот закон был принят. Логическим завершением этого закона должно что стать? Раз вы пользуетесь нашей социальной инфраструктурой, нашими дорогами, раз у вас есть экологическая составляющая, мусор вы оставляете после себя огромное количество, уж будьте добры, тогда подписывайте соответствующие соглашения с нашими муниципалитетами, с нашими субъектами. Коллеги, Елена Тихонова, у вас вопрос наверняка есть? Да, добрый день. Спасибо за приглашение. И вопрос по поводу взаимодействия госсобрания с представительными органами городов крупных и районов. Они же тоже могут инициировать, да, законопроекты. И в этом случае какая у них активность? Спасибо. Спасибо за вопрос, Лена. Но мы с муниципалитетами, у нас есть совет представительных органов, так называемых, куда входят председатели представительных органов наших муниципалитетов. Мы их регулярно собираем. Вот 6 июля мы тоже должны собраться в городе Нерюнгри. Проводим для них курсы. В этом году организовали второй съезд представительных органов, куда пригласили депутатов и куда они приехали достаточно плотно по всем нашим секциям поработали. Но я вам должен сказать следующее. Я вам сказал, 619 законов мы приняли. Из них 18 законов, которые только были инициированы представителями органов муниципалитета. Вот такие вот цифры. Вы представляете, да? В районах депутатский корпус районного уровня работает. Я не говорю про плохой процент, но тут надо критику все-таки произнести, потому что, ну, хотя бы по тем же бюджетным процессам. Вот, все хотят где-то школу построить. Все хотят где-то хотя бы детский садик построить. Больницу построить. У представительного органа муниципального образования есть право законодательной инициативы, согласно Конституции нашей республики. И нет этой инициативы. Даже при рассмотрении государственного бюджета они поправку соответствующую дают. Вот такая вот у нас активность среди депутатского корпуса представительных органов. Я еще раз говорю, вот цифра 18 законов из 619 законов мы приняли в Республике Саха-Якутия. Это я вам подчеркнул, что это не все новые законы, это не все эти изменения, которые считаются законом. Из них только 18 они были инициированы представителями органов соответствующих муниципалитетов. Все. Спасибо. Иван Сергин поднимает руку. Далее Лусмедиа и Мастерская газета тоже есть. Да, вы зададите вопрос. Алексей Ильич, добрый день. Вот у меня вопрос, наверное, вот по... раз уже прозвучало как бы, слово о том, что шестой созыв это исторический, да, получается, у нас созыв.
Вот насколько вы планируете, ну как прогнозируете изменения в новом созыве, да, седьмом, и насколько это качество, вот вообще, вот, на ваш взгляд, качество, сказывается ли на работе парламента вот, сильное изменение состава народных депутатов? И как вот вы прогнозируете новый созыв, и насколько, вот, скажем, ну, я не знаю, как это прозвучит, но насколько вот седьмой созыв станет более историческим, примерно у нас вот, на фоне, возможно, ну, конечно, окончания специальной военной операции. Ну, какой он будет, я не знаю, там, историческим, не историческим, это время покажет через 5 лет. Но что касается вообще преемственности, я только за него. Потому что преемственность определенная, здоровья должна быть. То, чтобы все эти 70 депутатов обратно остались депутатами, я тоже против этого. Обновление обязательно должно быть. Но парламент, вы понимаете, да, он везде, во всех государствах мира, он достаточно консервативный орган. Вот орган исполнительной власти, он должен быть мобильным, оперативным. Он должен реагировать всегда очень четко и своевременно. Министры должны быть молодые, соответствующие, которые там работают. А в парламентах стран везде всего мира в основном кто сидят? Люди, которые имеют соответствующий опыт работы в этих же органах исполнительной власти, производственной сфере, во всех отраслях, которые знают все это не понаслышке, и которые могут соответствующим образом реагировать на те или иные ошибки органов исполнительной власти. Поэтому я за здоровое обновление нашего парламента, но прогнозирую то, что в принципе хотя бы до 35% нынешнего состава Госсобрания ЛТН должно сохраниться. Спасибо. Российскую газету давайте послушаем. Наша федеральная основная газета. Здравствуйте, Алексей Ильич. Ну, как у федерального сотрудника федеральной газеты, у меня вопрос касается, как тоже федерального значения, да, как исполняется распоряжение Совета Федерации, которое было принято к столетию республики? Постановление. Постановление. Совета Федерации. Постановление. Не распоряжение, а постановление. Да. Мы приняли его в декабре прошлого года. Валентина Ивановна его рассматривали 14 декабря, Валентина Ивановна его окончательно подписала 23 декабря. Это действительно историческое постановление. Запомните одну цифру. Если он будет реализован в полном объеме, это будут инвестиции из федерального бюджета и внебюджетных источников, не касаемых Республики Саха-Якутия, на уровне 188 миллиардов 618 миллионов рублей. Сумма значительная? Значительная. Прежде всего, мы чего там добились? Мы добились в основном того принципа, что Ленский мост будет финансироваться не менее 50% из федерального бюджета. До принятия этого постановления федеральный центр позиционировал себя каким образом на строительство Ленского моста? 33% это федеральный бюджет, 33% республиканский бюджет, 33% концессионер. Ну, понятно, что концессионеру платить будет Республика Саха-Якутия в будущем. И в итоге получается 66% за счет нас, а 33% за счет федерального бюджета. При принятии данного постановления мы с самого начала ставили вопрос о том, что это не менее 50% это должны быть расходы федерального бюджета. И этот пункт выполнен. И благодаря этому пункту уже, вот, когда вы уснули на совещании, проходит, два же совещания прошли, уже Федерация говорит о том, что мы будем финансировать не менее 50% строительства Ленского моста. Второе – это строительство инфекционной больницы. Стоимость его 6 миллиардов 930 миллионов рублей. Это
нам нужный объект. Если мы его построим, в принципе, в городе Иркутске вся инфраструктура по здравоохранению, она после введения онкологического центра должна быть завершена на ближайшие 20 лет. На 24 год мы его стараемся включить, но пока есть, я скажу честно, сложности. Но у меня очень большая надежда на то, что руководство Федерального собрания возьмет это на кураторство, и мы его все-таки пробьем на 24 год, начало его строительства. Есть много там социальных объектов, дорожных объектов, объектов, связанных с аэропортовым комплексом. Я вас сейчас утомлять всем этим не буду. Единственное, то, что скажу, что регулярно Госсобрание проводит. Я недавно, 2 недели тому назад, тоже проводил совещание с правительством, под моим председательством все это проходит. Буквально каждый пункт его рассматриваем. На сегодня есть мнение, что мы на 30% исполнения сидим по пунктам. 30-40% мы ожидаем хорошие результаты, но остальные будут находиться на дальнейшей работе. Буквально 9 июня сюда прилетит первый заместитель председателя Совета Федерации Яцкин Андрей Владимирович с группой сенаторов, куда будут ходить 5 председателей постоянных комитетов Совета Федерации. Это очень внушительная делегация, которая никогда не ездит по субъектам. Нам они прилетят. И именно по контролю за постановлением, за ходом исполнения данного постановления. Спасибо. Коллеги, у нас есть представитель молодых журналистов, да, Алина Иванова. Здравствуйте, Алексей Ильич. Здравствуйте. У меня вопрос. На общем собрании парламентской ассоциации Дальний Восток и Забайкалья вы выступили с предложением о создании молодежного парламента при ассоциации. Можете, пожалуйста, поподробнее об этом рассказать? Ну, без молодой смены никуда. Мы должны воспитывать государственников. Мы должны учить их. К сожалению, той системы, которая была в советское время, когда, помните, да, партия, комсомол, пионеры, у нас давно его нету, на его остатках мы прожили вот последние годы. Сейчас у нас свободное общество. Вот, ну, сейчас, кто сейчас придет в государство и станет государственником? Депутатом, министром. Блогеры. А это хорошо или плохо? Наверное, не очень. Вот поэтому люди с государственным видением должны приходить на государственное собрание уже немного быть подготовлены. Поэтому мы при себе держим молодежный парламент, стараемся с ними сотрудничать. Есть активные молодые ребята, но и, к сожалению, ну, будем давайте откровенны, да? Сейчас у каждого свои дела. Каждый занят своими, как говорится, тараканами. Кому там, Господи, до государственных дел, до республиканских. Все тут это, всем легче критиковать со стороны. Кому есть, тому есть дело, да? Ну вот хорошо, раз интерес есть, раз надо на заметку взять. И вот этот, среди молодых людей это особенно я наблюдаю. Раньше, вот когда в начале 2000-х годов я еще министром по молодежной политике был, активных молодых людей было больше. Сейчас их, к сожалению, меньше. Вот поэтому мы стараемся, чтобы на тех, которые есть, либо еще больше их привлечь, потому что из них количество предоставит качество в будущем. Вот 70 членов молодежного парламента. Из них хотя бы там в будущем 1-2 станут депутатами Госсобрания, уже результат. Не все, конечно, 1-2. Вот то же самое мы хотим сделать на пространстве Ассоциации Дальнего Востока и Забайкалья. Чтобы у них тоже появились у них какое-то межпарламентское сотрудничество молодежное и так далее. Спасибо. Юлия, пожалуйста, Филиппова, Улус-Медиа. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, коротко про принятый закон о патриотическом воспитании. Ну, закон о патриотическом воспитании мы приняли у себя. У нас
Дело в том, что у нас была давным-давно еще принятая программа, государственная программа патриотического воспитания. Поэтому соответствующие традиции в Республике Саха-Якутия есть. На основе основных критериев данной программы, его концепции, был разработан данный проект республиканского закона. Он прошел 3 чтения. Я думаю, что он сегодня актуальный, потому что тем более в условиях специальной военной операции время показывает, что патриотическим воспитанием нам нужно заниматься. И для этого нужна соответствующая нормативная база. Республиканский закон принят. Мы очень ждем, что такой же закон аналогичный будет принят на уровне федерации. Спасибо. Коллеги, Ильтумен, забыли Ильтумен. Лена Васильева, пожалуйста, вопрос. Завершающий, наверное, вопрос. Да. Здравствуйте, Алексей Ильич. У меня такой вопрос. На Совете законодателей Российской Федерации вы обобщили для коллег ситуацию по обеспечению жильем сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в регионах. Пожалуйста, расскажите об этом. По детям-сиротам, да, коллеги? У нас по детям-сиротам есть федеральная норма, но исполнять его должны субъекты Российской Федерации из своего республиканского бюджета. Мы с этим вопросом худо-бедно справлялись, но в прошлом году была принята норма, которая удлинила этот срок до 23 лет. Соответственно, очередь у нас в разы увеличилась. Сегодня мы при последней корректировке государственного бюджета Республики Саха-Якутия вынуждены были предусмотреть дополнительно еще 1 миллиард рублей, Иван, заимствованных денег. То есть уже на кредиты пошли. Республиканский бюджет пошел на кредиты для того, чтобы обеспечить жильем детей и сирот, чтобы исполнять норму. И такая же ситуация по всем субъектам Российской Федерации. Кроме Санкт-Петербурга и Московской области. Только 2 субъекта справляются с очередями оперативно. Даже Москва не справляется. Московская область и Санкт-Петербург справляются. Во всех субъектах у нас очереди просто удлиняются. Поэтому мы просим федеральный центр, чтобы они у себя в бюджете также предусмотрели субсидирование на региональные бюджеты для этой статьи. Нам нужно помочь в этом направлении. Спасибо. И, Алексей Ильич, у меня завершающий вопрос такой. Вы говорили про преемственность. Какую работу предстоит выполнить 7-му созыву, который изберется уже осенью, в сентябре? Какие планы работы, можно сказать? Ну, мне некорректно, наверное, планы ставить на 7-й созыв. Пожелание, можно сказать, что работа перетекается. Для того, чтобы ставить планы на 7-й созыв, надо сначала стать народным депутатом избранным. Потом, чтобы его коллеги, все депутаты избрали его председателем Государственного собрания, вот тогда я обязательно к вам, Чакур Николаевич, подойду и примерно расскажу о планах 7-го созыва. Хорошо? Спасибо. Пожелаем Алексею Ильичу удачи, успехов на выборах и, действительно, плодотворной такой совместной конструктивной работы с исполнительной ветвью власти, главой Республики Саха-Якутия. Спасибо, Сергеевич. Спасибо. Коллеги, спасибо. Хорошо поработали, 1,5 часа.